Пандемия коронавируса в мире продолжается. География распространения растет. 3 случая выявлены в Казахстане. Праздник подождет. Молиться можно и дома. Как граждане прислушиваются к рекомендациям? Или пора вводить жесткие запреты? $2000 в конверте. По данным ГСБ, столько судья Первомайского суда получила в качестве взятки, а уже сегодня она пришла вершить правосудие. Демонстрации остались позади. Члены Совета Федерации профсоюзов сами сторожат вход, чтобы не допустить до кабинета и документов Мирбека Асанакунова. Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте, в студии Айджан Казакбаева. Из Германии же прямиком под домашний карантин на 2 недели поместили и 2 депутатов Джорку Кенеша, Аиду Касымалиеву и Абдыбека Дюшалиева. Сегодня ночью они вернулись из Германии, куда летали по приглашению немецкого парламента. Заместитель спикера пояснила, что из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в Германии им пришлось визит сократить и вернуться раньше. При вылете из Берлина их полностью проверили по медицинским показателям. Возвращалась в Бишкек делегация из Стамбула, но там никаких анализов не брали, зато в нашем аэропорту нас и депутатов и других членов группы тщательно проверили, после чего, согласно алгоритму, поместили всех под домашний карантин. В этой связи правительство чиновникам и депутатам запретило командировки и заграничные поездки. Мы выехали с делегацией на прошлой неделе по приглашению Бундестага в Берлин. Тогда ситуация была стабильной. Консультировались с Минздравом и выехали. Решили, потому что встречи были заранее запланированы на высоком уровне и не хотели их отменять и подводить кого-то. Но ситуация обострилась за 2-3 дня, и мы срочно поменяли билеты и выехали в Кыргызстан. Анализы в аэропорту берут у кого, из тех стран, список, который у них есть, и где есть коронавирус. Кроме этого, внутри самолета тоже тепловизором проверяют всех пассажиров. Анкеты заполняются очень тщательно. На фоне глобальной пандемии, а еще нерадостных новостей из соседнего Казахстана, ответственные чиновники из оперативного штаба нашей страны успокаивают данными об отсутствии больных в пределах нашей республики. 300 человек в обсервации пребывают там на карантине, но результаты их анализов отрицательные. Глава Минздрава заявил, что если бы заразившиеся действительно были, скрыть их было бы невозможно. На границе усилен контроль за прибывающими. Пограничники и медики проверяют каждого. Даже если вирус просочится, носители болезни есть куда изолировать. В Кыргызстане коронавируса нет. Эта информация на фоне новостей с распространением COVID-19 по миру звучит как никогда воодушевляюще. Но сегодняшние данные о появлении заразы у соседей в чуть более 200 километрах от нас, в Алмате, навели страх на кыргызстанцев. Никто не застрахован, однако паниковать раньше времени тоже не стоит. Все необходимые меры по недопущению коронавируса в страну принимаются. Как заявил сегодня министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, в обсервациях в условиях стационаров размещены 302 человека. Еще более 600 находятся дома на карантине под постоянным наблюдением участковых врачей. А потому, если бы и был хоть один возможный носитель вируса, остаться незамеченным, утверждают медики, он бы не мог. Этот коронавирус абсолютно никто не может ее спрятать. Понимаете, да? Если вот один человек пришел, если он придет тайно, да, и будет ходить, все равно, возможно, пойдет это распространение. Поэтому это исключается. Работает 22 санитарно-карантинных пункта в течение 24 часов. И еще мы открыли новый 23-й, это Бардуве. Там есть некоторые туристические маршруты. Я еще раз скажу, сегодня в Кыргызстане зарегистрировано коронавируса нет. Между тем, 118 государств уже ведут борьбу с коронавирусом на своих территориях. ВОЗ сменила статус течения заболевания с эпидемией на пандемию, что означает еще больше масштаб распространения. Так как инфекция подобралась к нам уже с 2 сторон – Китая и теперь Казахстана, границу с последним, вероятно, в ближайшее время могут закрыть. Мера жесткая, но, скорее всего, единственная, если руководство нашей страны не хочет допустить проникновения вируса. Пока же на всех контрольных пунктах пропуска в усиленном режиме сообща работают и представители здравоохранения, и сотрудники пограничных служб. Все лица, которые въезжают на нашу территорию, проходят соответствующий пограничный контроль. После этого все лица, которые последние 30 дней побывали, назовем, в странах риска,
они на территорию Кыргызской республики не пропускаются. Сразу оформляется акт непропуска, и этим же бортом они отправляются в страну отправления. Наши граждане, которые побывали в этих странах, после прохождения пограничного контроля сразу же немедленно на месте передаются сотрудникам санитарно-карантинного пункта для последующей обсервации. Несмотря на тяжелые климатические условия, в Торгарте и Иркиштаме нашими сотрудниками уже успели оборудовать для содержания граждан на обсервации. Кроме того, если в ближайшее время откроются все-таки наши границы, как вам известно, пойдет большой наплыв товаров, и в том числе и наших граждан. В связи с этим мы планируем еще увеличить место коек до 1000 мест. В случае необходимости принимать пациентов уже готовы несколько больниц страны. Республиканская инфекционная в Бишкеке, там оборудованы палаты интенсивной терапии и изоляторы, а также Ожская областная больница с таким же перечнем необходимых отделений и оборудования. Кроме того, по всем международным стандартам работает лабораторная служба. За все время с момента вспышки коронавируса диагностические тесты на его наличие прошли уже около 1500 человек. Все тест-системы показали отрицательные результаты. К слову, самих тестов на определение вируса у медиков достаточно, заявил сегодня министр здравоохранения. Однако в рамках гуманитарной помощи в скором времени будут завезены дополнительные партии японского и китайского производства. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Судьи Кыргызстана должны стоять на защите справедливости, и все необходимые для этого инструменты государство готово им предоставить, заявил сегодня Сооронбай Жээнбеков во время встречи с работниками Фемиды в Верховном суде. К слову, во время этой беседы к ним посредством видеоконференц-связи присоединились и судьи местных судов. Главной темой стал процесс цифровизации, который продолжается и сегодня сделал ход судебных заседаний максимально прозрачным. Президент подчеркнул, что эти современные средства являются основным оружием в снижении человеческого фактора в борьбе с коррупцией. В свою очередь, глава Верховного суда Гульбара Калиева рассказала, что на сегодняшний день 64 суда первой инстанции и 2 пилотных суда второй инстанции подключены к автоматизированной информационной системе. На 2020 год запланировано внедрение системы в судах второй и третьей инстанции. А еще в Верховном суде создан Центр обработки данных. Суды являются последней инстанцией, где граждане ищут справедливость. У вас особая миссия – создание условий для проживания в справедливом обществе. Без установления справедливости в судах невозможно реализовать реформы в экономической, социальной сфере, в системе государственного управления. Мы продолжим оказывать материальную и моральную поддержку судебной системе, одной из ветвей власти, которая напрямую влияет на судьбы граждан и государства. Требования к судебной системе будут высокими. Вы должны быть в авангарде цифровой трансформации и быть примером для других органов государственной власти. В 2019 году дата-центр был введен в эксплуатацию. Вся судебная система была подключена к дата-центру по защищенному каналу. Организована вся система, единая система хранения данных. Все работники суда, они имеют к своим данным по именно защищенным каналам связи. Судья Первомайского суда, задержанная накануне при получении взятки, отпущена из-под стражи. Правоохранительные органы должны дождаться разрешения на привлечение к ответственности подозреваемой от дисциплинарной комиссии при Совете судей. Напомню, накануне Максат Орозбакова была поймана с поличным при получении $2000 за решение по гражданскому делу. Эксперты говорят, оправдательные вердикты в отношении служителей Фемиды стали уже нормой. Специалисты не исключают, что и на этот раз судья сможет избежать наказания. Подробности в нашем следующем сюжете. 4, 5, 6, 7, 8. Это оперативная съемка, которую вели сотрудники ГСБ. Женщина, чье лицо закрыто, судья Первомайского суда Максата Оразбекова. По версии следствия, она вымогала $2000 за положительное решение в гражданском деле. По некоторым данным, Максата Оразбекова требовала деньги за положительное решение вопроса по иску сотрудника МВД. В Финпол обратилась представитель следователя. Ранее его уволили из милиции. Восстановившись, он подал иск в суд о выплате денег за вынужденные прогулы. Сумма выплаты бывшему следователю составила около 300 000 сомов. Судья обещала удовлетворить иск за
$2000. После вымогательства со стороны судьи представитель истца написал заявление в ГСБЭП. Во исполнении решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 22 января 2020 года, подписанного президентом Кыргызской Республики, сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики «Финансовая полиция», буквально вчера, 12 марта текущего года, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий при получении денежных средств в размере $2000 США взятки была задержана судья Первомайского районного суда города Бишкек, гражданка ОМ. В настоящее время проводится досудебное производство и устанавливается круг причастных лиц. Несмотря на то, что факт взятки очевиден и, казалось бы, никаких иных препятствий для задержания нет, но судья уже сегодня не просто на свободе, но даже продолжает рассматривать дела. Это нашей съемочной группе подтвердили в самом суде. У нее процесс, который сегодня есть или нет, я не знаю, но в данное время она работает. Надеть наручники на судью представители правоохранительных органов не уполномочены, потому что для привлечения к ответственности служителя Фемиды нужно получить разрешение дисциплинарной комиссии при Совете судей. По закону возбуждать дело против служителя Фемиды может только генеральный прокурор. После этого должна быть проведена специальная процедура, чтобы служитель Фемиды не то чтобы отправился за решетку, а хотя бы оказался на скамье подсудимых. В дисциплинарную комиссию какие-либо сообщения, информация или же обращения не поступало. Как только поступит, естественно, по закону, в соответствии с процедурой, дисциплинарная комиссия будет рассматривать. Если поступит такое обращение, в частности, может быть, от Генеральной прокуратуры по даче согласия на привлечение к уголовной ответственности или иные какие-либо обращения по этому поводу, если поступит, будет рассматриваться комиссией. Всего в 2018 году дисциплинарная комиссия рассмотрела 11 таких жалоб. Из них по 10 были даны согласия. В этом году пока известно о 4 обращениях Генеральной прокуратуры. Согласие получено уже по 3. К слову, сама Максат Орузбекова, задержанная вчера при получении взятки, уже дважды подвергалась дисциплинарным взысканиям. Однако разрешение на привлечение к ответственности еще не гарантия наказания. В октябре прошлого года судью Каракульского суда Джалалабадской области Памирбека Иманбекова задержали сотрудники Госкомитета национальной безопасности. Его поймали с поличным при получении 20 тысяч сомов. Всего Иманбеков вымогал 100 тысяч сомов. Действовал судья в сговоре с местным милиционером. Платить пришлось потерпевшему за то, что его заключили в тюрьму. Перед тем, как отдать деньги судье, он сообщил об этом ГКНБ. Дисциплинарная комиссия дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности и обратилась к президенту. Глава государства своим указом отстранил Иманбекова от должности, но на время следствия. Оно все еще продолжается. Однако в случае с судьями чаще всего даже очевидные доказательства не помогают отправить их за решетку. Как говорят эксперты, их под различными предлогами оправдывают их же коллеги. Ранее мы проводили аналитику судебных актов именно по коррупционным преступлениям, и мы выявили, что судьи чаще всего, в отношении судей, когда они являются обвиняемыми, чаще всего выносятся оправдательные приговоры. Допустим, это было с судьей Йошского городского суда Шекербеков, по-моему, его фамилия. Его обвиняли в вымогательстве взятки. Он оправдан. Судья Апушев тоже был оправдан за вымогательство взятки. Обычно первая инстанция бывает, что выносит обвинительный приговор, но вышестоящие суды отменяют его. По мнению экспертов, подобная ситуация в судебной системе складывается из-за неправильного подхода при отборе работников в судейский корпус. Сегодня судьями в том числе становятся люди, не имеющие опыта работы, некомпетентные. Впрочем, даже если это человек из системы, невозможно заглянуть ему в мысли или душу, чтобы понять, идет ли он на эту должность ради корысти. Игорь Потанин, Джанарбек Докторбек-Улу, НТС. Члены профсоюза дежурят на входе главного здания их организации. Люди соорудили настоящий блокпост и теперь сами следят за тем, кто попадает в учреждение. Накануне, по их словам, они подверглись избиению со стороны людей Мирбека Санакунова, который прибег к помощи группы мужчин спортивного телосложения. Последние силой прокладывали ему путь к кабинету, в котором он уже работать не имеет права, заявили члены Совета профсоюза. В ход шли не только кулаки, но и электрошокеры. Как обстоят дела на баррикадах, сегодня узнавал Кубат Кубанычбек Улу. Скандал Федерации профсоюзов Кыргызстана не утихает. Уже несколько дней сотрудники правоохранительных органов дежурят в здании. Вчера, 12 марта, экс-председатель Федерации Мирбек Санакунов, оказывается, пытался ворваться в здание с группой вооруженных лиц. Даже несколько человек получили телесные повреждения. Также мы сейчас видим, что двери здания заблокированы, холл тоже. Также на месте дежурят люди в жилетах.
общем, нанес мне удар по голове. Я буквально, практически я свалился с ног. Ребята с частного охранного агентства, они просто мне помогли, приподняли, и они меня как-то нейтрализовали от нападающих. А второе нападение было еще сильнее. Эти же люди все присутствовали, несмотря на то, что мы написали заявление в РОВД. Мер почему-то к ним не предпринимались никакие. И, чувствуя свою безнаказанность, они напали на нас второй раз. В этот раз мне досталось еще сильнее. Меня ударили электрошокером. А вот и видеодоказательства всего сказанного. На кадрах видно, как группа молодых людей в спортивном врывается в здание Федерации. Вместе с ними и экс-председатель Мирбек Асанакунов. Словесная перепалка мгновенно перерастает в драку. И в этот момент один из парней решает воспользоваться электрошокером. В момент инцидента, по сообщениям представителей Совета Федерации, в здании находились 6 охранников. Они пытались удержать посторонних. Но прибывшие на место сотрудники милиции один за другим забирали представителей охраны. Таким образом, заявили члены Совета Федерации профсоюзов, они очищали путь для бывшего председателя. А пострадавших от действий этих хулиганов будто и не замечали. По словам заместителя председателя организации Канатбека Осмонова, после того, как 5 февраля решением Совета Федерации Мирбек Асанакунов был освобожден от занимаемой должности, покидать свое место он отказался. Кабинет уже и опечатывали, но Асанакунов его снова вскрывал. И, невзирая на мнение большинства, самоуверенно заявлял, дескать, никто и ничто ему не указ. Как только Асанакунов или его сторонники пишут заявление, молниеносно, и я еще раз повторяю, молниеносно предпринимаются меры, вызывается на допрос, а пострадавшие написали заявление. Больницы были госпитализированы. Никаких мер не принимается и никакого продвижения. Это что означает? Мы надеемся на нашу правоохранительные органы, что они все-таки будут устанавливать законность и порядок. Что произошло вчера и почему Мирбек Асанакунов противится решению Совета, получилось узнать у него самого. По словам мужчины, именно он легитимный председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана, а в здание прорывается с применением физической силы, потому что не может попасть в свой кабинет. По его словам, избавиться от него представители Совета Федерации решили с тем, чтобы они могли и дальше проворачивать незаконные дела. По его словам, председатели распродали все имущество, получают зарплату в 400 тысяч сомов, отдыхают за границей, а он им в этом мешал и пытался вывести на чистую воду. Вчера я пришел на работу и сказал, что я законный председатель, но меня не захотели слушать. Я позвонил в службу 102. Пришла оперативно-следственная группа. Далее я сразу же написал заявление, что меня не хотят впускать на свое рабочее место, тем самым нарушая закон. Поймите, все эти люди организаторы Бучи, они много раз приступили закон. За 3 года своей работы на должности председателя я собрал все документы. Например, после распада Советского Союза из Москвы в профсоюз передали все имущество в Федерацию профсоюзов нашей страны. Нынешние председатели все распродали, передарили. В данное время исполняющей обязанности председателя назначена Рыскуль Бабиева. Сотрудники Федерации профсоюзов в недоумении, как Асанакунов смог занять эту должность. Мирбек Асанакунов дважды был губернатором Исыгульской области, депутатом Джогорху Кенеша, но для того, чтобы занять должность главы Федерации профсоюзов, кандидату этого опыта недостаточно. Ему, как уже не раз отмечали взбунтовавшиеся члены Совета, необходимо было иметь 5-летний стаж работы в профсоюзе, а Асанакунов, добавляют они, подделал записи в трудовой книжке. За эти действия на него подали в суд, но Верховная инстанция прекратила дело по иску. Свое решение работники Фемида объяснили тем, что суд не имеет права вмешиваться во внутренние дела неправительственной организации. Сам Мирбек Асанакунов опровергает обвинение в подделке документов и назвал это очернением со стороны его оппонентов. Кубатхон Чпекулу, Турганьязов, НТС. Меньше ходить по гостям, молиться дома и просвещаться через интернет и книги. Обойтись без посещения массовых мероприятий предлагают чиновники, ответственные за меры по недопущению коронавируса в стране. Пока эти предложения озвучены в виде строгих наказов. Но многие горожане сами говорят, что правительству не надо малодушничать, а вводить запрет на свадьбы, массовые молитвы и другие встречи, где собираются сотни людей. Какова же на деле обстановка с грандиозными застольями сегодня и что об этом думает муфтият?
Сознательность выходит на первый план. В столичных ресторанах все меньше заказов. Из-за боязни коронавируса некоторые горожане решили перенести свадебные торжества и другие празднования до лучших времен. Кто-то вообще отменил застолье, мотивируя это тем, что боится не только за себя, но и за всех родных и близких, кто может стать жертвой инфекции, посетив их мероприятия. До марта месяца банкеты у нас проводились почти не каждый день, но через день у нас обычно банкеты проходили. Но сейчас, на данный момент, возможно, из-за коронавируса количество банкетов у нас уменьшилось. Даже некоторые пары, которые хотели провести свои мероприятия, свадьбу вот в этом месяце, они отменили. Ну, скорее всего, это связано с тем, что сейчас вот в мессенджерах и в новостях и везде распространяется информация, что нужно избегать массового скопления людей. И, скорее всего, я думаю, что с этим связано. Каждый день, независимо, банкет есть или банкета нет, у нас производится и гигиена-уборка, и все вот эти вот мероприятия. Накануне правительство распространило постановление о том, что вслед за отменой массовых культурных мероприятий, концертов, спектаклей и народных гуляний, а также семинаров и конференций, кыргызстанцам следует отменить свои личные торжества, если они предполагают большое количество гостей и участников. В Кабмине тонко намекнули, что эти рекомендации носят добровольно-принудительный характер, и было бы лучше, если бы граждане к ним прислушались. Между тем, многие ответственные горожане считают, что это вопрос национальной безопасности. А значит, правительству нужно проявить волю и вместо рекомендаций ввести строгий запрет на всякого рода личные празднества. Я думаю, правительство, не боясь, должен поступать, что категорически надо запрещать, в том числе и и всякие свадьбы или поминки, всякие мероприятия. Я вчера где-то читал, что в какой-то стране запрещено, что более 30 человек не имеет права проводить всякие мероприятия. Поэтому у нас тоже должен вступать в силу такой указ. Другими словами, худо без добра не бывает. И, возможно, отказ от пышных свадеб и торжеств в нынешних условиях поменяют отношение кыргызстанцев к этой традиции, сопряженной с расточительством и иногда приводящей в долговую яму. Я думаю, уже сознание людей резко поменяется, и они, я думаю, пойдут в сторону цивилизации. Настоятельно порекомендовали временно прекратить проведение пятничного намаза и представителям муфтията. Однако в Духовном управлении мусульман отмечают, что запретить горожанам приходить в мечеть они не могут. На сегодняшний день горожане продолжают приходить на пятничный намаз. В муфтияте сообщают, что в целях предупреждения коронавируса в мечетях каждую пятницу начали проводить дезинфекцию, а также начали рассказывать прихожанам и ученикам медресе о мерах защиты от различных вирусов. Ввести запрет на пятничный намаз мы не можем, зато прочтение некоторых молитв сократили с 10 минут до 5, чтобы максимально сократить пребывание такого большого количества народа в одном месте. Весь остальной порядок джума намаза остается прежним. Также мы рассказываем всем прихожанам о мерах безопасности. Мы несем большую ответственность за каждого, кто пришел в мечеть, поэтому этот вопрос держим на строгом контроле. Разъяснительные работы не единственное, с помощью чего священнослужители пытаются бороться с коронавирусом. На днях Духовное управление мусульман Кыргызстана в центральной мечети Бишкека провело обряд жертвоприношения. Религиозные деятели рассказали, что обратились к Всевышнему с просьбой не допустить распространения коронавируса. Мясо 2 быков раздали пожилым людям, сиротам и нуждающимся семьям. Этот обряд направлен не только для недопущения коронавируса, но и других болезней в нашей стране. Таким жертвоприношением мы просим у Всевышнего сохранить здоровье и жизни кыргызстанцев. Так называемый тюлё мы планируем провести во всех областях. Уже провели в Джалабаде, Аше и Нарыне. Сегодня этот ритуал совершил священнослужители в Исыкульской области. Напомним, 21 марта традиционно организуемые по всей стране празднования отменены. Конно-спортивных игр на Норус также не будет. А вот деятельность артистов, к сожалению, контролировать правительство не может. Это частные лица, которые зарабатывают своими выступлениями. Остается только уповать на их сознательность и понимание, каким серьезным последствиям могут привести заполненные людьми залы. Айтолкун Сулпуева, Сардар Ашрубаев, НТС.
А может, дело в траве? Ученые пытаются понять, почему ряд центральноазиатских стран, так тесно расположенных географически с Китаем, рассадником коронавируса по миру, до сих пор не были охвачены эпидемией. Это, безусловно, радостный факт. И в этой связи у ученых одной из структур ООН появилось несколько предположений. Сухой воздух, особый климат и даже адароспан трава, которую еще называют адарашман или исрык. Имен у растения так же много, как и свойств. Анастасия Соболева, о них подробнее. Коронавирус до сегодняшнего дня обходил стороной центральноазиатских государств, входящие в так называемый монгольский треугольник. Инфекция не выявлена до сих пор и в 3 странах региона, как то наше государство, Узбекистан и Таджикистан. Казахстан заявил о 2 случаях сегодня. То есть речь идет о единичных случаях, и состояние заболевших оценивается как хорошее. Ранее COVID-2019 выявили и в Монголии, но не у монгола, а у гражданина Франции. Почему такая далекая географически Европа, Америка и даже Австралия охвачены заразой, а страны, так тесно граничащие с источником эпидемии, Китаем, так долго продержались? Остается только гадать. Впрочем, некоторые предположения у ученых на этот счет есть. Их они высказали пару дней назад на лекции в Ташкенте. Мы обсуждали разные варианты. И сухость воздуха. Но, кстати, Авиценна говорил, что есть исрык, такая трава, которой надо обрабатывать помещение для того, чтобы предотвращать инфекционные заболевания. Веточки исрык травы, или как ее называют в Кыргызстане, адарашман, продают на рынках Бишкека. Большие пучки лежат на прилавках, но подходят к ним лишь знающие о свойствах этого растения. Это растение называется по-разному. Адарашман, исрык, могильник. Оно известно еще с давних времен и имеет сакральное значение для многих народов. Ну а после заявления ученых, что, возможно, именно благодаря этому растению в Центральную Азию еще не попал коронавирус, спрос на него резко повысился. Если раньше, рассказывают продавцы, они продавали не более 10 пучков в день, только за утро, сегодня фитоторговцы реализовали все 30. Растет исрык трава на территории всей республики, на склонах гор. Там его и заготавливают осенью. Дома это можно обкуривать его, чтобы бактерии убивает. Потом его замачивает, это для ног, чтобы ноги, чтобы не болели. Сам я тоже пользуюсь, да, иногда можно дома, воздух такой, если дышишь, это тоже хорошо, для гайморита тоже хорошо говорили. За сегодняшнее утро, рассказывает Батырбек Джумалиев, у него уже купили 10 пучков адарашмана. Столько же в день берут и арчи. Если адарашман стоит 30 сомов, то за связку арчи просит 20 сомов. Арчу, спрос это на него не падает. Это всегда тоже спрос есть. Но он бактерии не убивает. Я слышал, это адарашман бактерии убивает, а арча просто воздух придает. Руслан – водитель. Часто использует дым для обработки своей машины. Поджигает либо арчу, либо адарашман. Пару раз провел по веточке огоньком, и вот уже дымок. Адарашман я пользуюсь. Утром арчой пользуюсь. Вечером адарашманом пользуюсь. Это как традиция. От вируса защищает адарашман. Научное название этого растения – гармала обыкновенная. Согласно источникам, из-за этой травы делают лекарства. Но адарашман является ядовитым растением, так что надо знать пропорции и не переборщить. Как в нашем Минздраве относятся к его чудодейственным свойствам, нам выяснить так и не удалось. Между тем, врачи призывают не пытаться лечить новый опасный коронавирус 2019 народными средствами, не принимать лишних лекарств в качестве профилактики. Помочь могут общие правила гигиены, такие как частое мытье рук, проветривание и дезинфекция помещений. Анастасия Соболева, Урмат Мамбеталиев, НТС. Это были главные новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Санта».